Филиал Байкальского государственного университета экономики и права представляет. Нестор Каландаришвили, грузинский бунтарь, революционер, командующий самым знаменитым партизанским отрядом в Сибири. Крайне неоднозначная личность. Он умер, не дожив до 50 лет, и жизнь его оборвалась недалеко от Якутска. По сей день гибель Нестора Каландаришвили называют загадочной. Искатели Якутии отправляются по следам легендарного деда. Нестор Каландаришвили родился 26 июня 1876 года в Грузии, в Кутаисской губернии. Закончил учительскую семинарию в Тбилиси. Служил срочную службу в русской армии. С 1903 года состоял в партии эсеров. Во время революции 1905 года участвовал в антиправительственных выступлениях в Грузии и со своим отрядом, состоявшим из крестьян-бедняков, нападал на усадьбы помещиков. В 1906 году с большим трудом был пойман полицией, осужден и сослан в Сибирь. В Иркутской области занимался грабежом купеческих караванов, направлявшихся в Якутию и на золотые прииски Бодайбо. В 1917 году примкнул к партии анархистов. Во время гражданской войны его партизанский отряд успешно воевал против белых и японцев, взорвал несколько поездов с колчаковскими войсками. В Сибири Нестор Каландаришвили получил прозвище «Дедушка». Белогвардейцы назначили премию в размере 40 тысяч рублей за голову дедушки. Еще он командовал красными корейскими партизанами на Дальнем Востоке, а в 1920 году ему довелось встретиться с Лениным и услышать в свой адрес слова вождя: «Я верю в вас, уважаемый сибирский дедушка». Нестор ответил ему, что с этого дня считает себя коммунистом-большевиком и вступил в коммунистическую партию. Карьера большевика Каландаришвили стала стремительно развиваться. В декабре 1921 года сибирский дедушка был назначен командующим красными войсками в Якутии. Наша группа отправляется на место предполагаемой гибели отряда Нестора Каландаришвили. Наш путь пролегает по той же местности, по которой должны были идти несторовцы. К началу марта 1922 года красные удерживали немногие осажденные населенные пункты Якутск и Алекминский округ только благодаря отсутствию у белых артиллерии. Противник контролировал почти 70% территории Якутии. На помощь красным был вызван крупный, более 700 бойцов отряд Нестора Каландаришвили. Прибытие его опытных бойцов должно было спасти советскую власть в Якутии. Наладить контрразведывательное обеспечение передвижения его отряда, идущего из Иркутска, было очень сложно. Переговоры Каландаришвили из Якутска и Алекминска велись шифром, так и неразгаданным противником. Не действовала радиосвязь, а радиостанция в Якутске лишь принимала трансляцию музыки из Москвы, поддерживавшую боевой дух красноармейцев. О движении красных противника извещали осведомители-телеграфисты. Белых снабжали информацией телеграфисты Виноградов и Суханов. Сам командующий Каландаришвили пренебрегал предосторожностями. Видно, что Каландаришвили сам, когда ехал, не соблюдал мер предосторожности. То есть он до Алекминска они ехали со всем соблюдением всей военной, как говорится, разведки, боковые дозоры, задние, передние дозоры, мер охранения. Ну а потом уже, когда они не встретили ни одного повстанца,
а повстанцы там абсолютно никаких засад не устраивали. И поэтому как бы Карандашвили сам расслабился. Об этом говорил буквально в предсмертном, как говорится, разговоре со Стродом его комиссар, что и запротоколировано во всех исторических документах. То есть Карандашвили сказал, что когда они уже прибыли в Тяхтыр, что вот осталось всего каких-то 20 верст, и мы уже завтра выйдем. Зачем терять время? Тем более местность, естественно, покрыта вся снегом. Там, как говорится, эти боковые дозоры должны были выезжать за пределы этой, как говорится, дороги, снег. Естественно, это значит трата времени. И поэтому Карандашвили не хотел терять время. Ну, а во-вторых, он ехал сам в такой крытой черной повозке. Как вот рассказывали, как говорится, в воспоминаниях очевидцев, крытой повозки, которые раньше ездили сами губернаторы. То есть это была большая черная повозка, которую тащили 5 лошадей. Она вся была внутри оббита мехом медведя, а снаружи была покрыта черной материей. Ну, чтобы, как говорится, холод не проникал. И еще она имела печь, буржуйку. То есть она еще топилась. Это была довольно-таки просторная кибитка, в которой легко вмещалось 5-6 человек. И поэтому для повстанцев не представляли труда знать, в каком эшелоне и где едет, как говорится, Карандашвили. Задача противника облегчалась тем, что зимой транспортное сообщение Якутии с внешним миром могло происходить лишь по одной дороге – длинной и почти пустынной. А что, это была единственная дорога или она была наиболее безопасная? Ну, в зимнее время, в то время, тут как говорится, трассы-то не было, которая сейчас вот современное время на том берегу. И все сообщение с Россией шло по Иркутскому тракту. То есть он проходил здесь по льду? Да, ну, дорога везде так была. Либо по реке, либо вдоль реки, по этому берегу. В 20-е годы весной именно здесь, я думаю, пролегала дорога Иркутский тракт. И мы предполагаем, что здесь наиболее удобное для засады место. Памятник здесь находится неподалеку. Вот мы сейчас вот были, примерно отсюда метров 300. И местные жители тоже говорят, что это случилось именно здесь. Я думаю, что если здесь даже металлоискателям поискать по острову, может, даже гильзы можно будет найти. Потому что стреляли много, и гильз, наверное, осталось тоже порядочно. Шансов, как видите, тут убежать очень мало. Как была организована засада? Я предполагаю, что нападающие спрятались вот на этом берегу, лежали, ждали. Лежали, наверное, на шкурах, укрылись, в идеале, наверное, укрылись белыми простынями. И как вот танковая колонна заходит в ущелье, или на дороге ловят, первую и последнюю танк подбивают. Здесь, наверное, примерно то же самое произошло. Дорога узкая, туда убежать невозможно. На нападающих тоже смысла нет бежать на пули. Шансов практически ни у кого не было. 6 марта 1922 года штаб командующего вооруженными силами Якутии Каландаришвили попал в засаду у Табагинского мыса недалеко от Тяхтюра. Вся верхушка сводного корпуса, включая женщин и детей в обозе, погибла. Нападавшие скрылись, как будто их и не было.
была самая знаменитая победа белых во время гражданской войны в Якутии. Им удалось уничтожить одного из самых известных красных командиров в Сибири. Все жертвы, 89 человек, они все похоронены в старом якутском кладбище, все эти красноармейцы. Перестрелка, она продолжалась буквально минут 5, не более. Потому что буквально очень близкое расстояние, во-вторых, по словам, даже в мемуаре Струда описано, что даже пыш долетала до несчастных жертв красноармейцев. И таким образом, естественно, прицельно они их буквально тут же мигом уложили за какие-то несколько минут. Потом они спустились, забрали оружие, одежду, там забрали они пулемет, забрали бочку спирта и захватили еще 3, как говорится, женщин. Позже эти женщины были казнены по одной версии Коробейниковым при его бегстве в районе Усмаи, а по другим они все были отпущены, и одна даже, как говорится, в 30-е и 40-е годы жила в Алекминске. Эту версию никто из историков так и не уточнил, они так и остались. А насчет того, что как в картинах, как говорится, художников нарисовано, там, как говорится, Карандашвили выскакивает с револьвером из кивитки, и там стреляет, сопротивляется. И некоторые, как говорится, он лежит за пулемет и стреляет. Такого не было.